такой пеший поход, как жизнь. То в жизни тяжело. Полоса такая. И сейчас я как по парку иду, ребят. А до этого было мне тяжело. Тяжело идти. Я проваливался по колено. Там непонятно что. Грязь, жижа там, вода, кусты. А сейчас мне хорошо идти. Не знаю, сколько будет тянуться такой райский уголок. Вообще здорово. Вообще стих ветер, тишина. Здесь походу тоже очень старая вырубка, потому что пни уже мхом заросло все. Не видно. Это до войны, может, еще вырубали тут. И лес, вон, смотрите, какой уже. Лес хороший тут. Сосняк, елки. Елки густые такие. И подсад не такой. Густой. Ух. Тяжело и радостно идти. Когда ты устаешь, но почему-то настроение есть. Есть настроение, потому что сегодня мы добыли долгожданных глухарей. Погода очень хорошая. Нету дождя. До этого каждый день шел дождь. Туда уже опять спуск идет. Так, давай направо возьмем. Шел дождь и в плаще. Сыро. А сегодня вообще, нет слов, смотрите. Прямо райская погода. Для пеших походов такая погода вообще класс. Вот так. Собаки бегают, стараются тоже, ищут пока тишина тут. Ягод нету и птиц нету. Основная ягода для боровой — это черника. Так. Что за спуск? Куда это и ведет этот спуск, интересно. Не хочется туда уже спускаться. Нам правее надо взять. Болото справа у нас. Потихоньку обходим болото. Там сосновый лес потом начнется. Корни землей. Это первая подсказка, если тут глухари, дичь. Когда птица есть, они чешут эту землю, ищут камушки. И вот мы видим полный штиль, нигде ничего не трогают. Немножко так поцарапано. Вот тут, да, тут немножко вот так проходной на какой-то был. А когда вот здесь пробовал, царапина. А когда птица есть, он всегда подходит, там царапает, ищет там камушки. И это уже ты знаешь, что тут была какая-то птица. Всегда надо смотреть вот такие коряжники, где вот земля, они не пропускают это. Ищут камушки. Вон это болото, ребят. О чем я говорил уже. С правой стороны. Вон там. Наша просека идет через это болото. Но я лучше обойду. Где-то с полкилометра лишний круг сделаю. И лес там хороший тоже. Не хочется туда уже на болото лезть. Тяжело. Тяжело идти через
Сергей Балатень. Пойдем по тайге. Так, ребят. Надо перейти вот этот мощный ручей мне. Ничего, кроме этого старого валежника я не нашел. Сломается, блин. Не сломается. О, фартануло. Лак, это, лак тут че? А этот-то не перейдет сейчас. Лак. Лак это ты. Лак. Лак иди. Все, застрянет там. Лак иди нам. Лак. Лак иди. Лак. Оставим. Лак. Вот туда-сюда будет сейчас бегать, но не перейдет даже ручей. Лак. Так убежал. Лак. Иди, лак. Давай, лак. Лак. Все. Он застрял. Лак. 2 метра. Лак. Иди, лак. Давай, лак. Перепрыгнул и дошел, блин. Сколько шума. Вот боится воды. Всегда сухой из воды выходит. Ужас, собака. Смех и грех. Ай, блин. Где-то просека тут должна быть. Как найдем мы эту просеку, будем шуровать. Строго на этот юг. Так. Еще чуть дальше нам надо идти. Ну и трусливый ты. Воды боится. И не перестал бояться. Так. Где-то он тут должен быть. Так. Самое главное найти. Так. Вон она, ребят. Вот просека идет строго на север. А нам надо наоборот. Опа. Строго на юг. Все, мы на финишной прямой. Я никуда уже поворачивать не буду. Сейчас остановка будет возле первого добытого глухаря. Где-то на елкам там висит. Вот так вот. Все нормально, ребят. Птица на месте. Обнюхивает собаки. Сейчас возьмем этого глухаря. Допью я с термоса чай. И уже включимся, наверное, возле избы. Я хотел еще вот такой круг, полукруг сделать. Но с километр отойти. Но нет, сегодня я так устал уже. Не хватило и этого. Нам еще пилить очень много
Самое главное, что там хреновый самое главное, это не километраж, что остается, а эти 2 километра или с километра, не знаю, там сырое место, ужасное место. Это километр, похоже, что ты как будто проходишь 5 километров обычное, по обычному, скажем, Яголеву месту. Ну что еще? Идем дальше, как говорится. Допиваю чай и газку. Сегодня 10 число, ребята. И первый раз я услышал гавотание гусей. Вот так вот здесь пролетели очень далеко. Еле-еле слышно было их. Но вот 10 число, первый гусиный крик я услышал. Значит, на севере похолодает потихоньку. Лебеди еще не видать. Только гуси появляются. Ну что, ребят, я за столом, немножко уже поел, отдыхаю. Время без 15:06 вечера. Мы в избушку дошли 3 часа 30 минут было. Ну, 3:30. Было 3:30. И я уже не снимал ничего. После того, как сказал 2 слова, что пролетели гуси, у меня сел аккумулятор. Все. Я хотел еще показать по пути. Тулан нашел дохлую белку. Рыжая. Это где-то, наверное, полмесяца назад уже умерла. От чего умирает зверек, я не знаю тоже. Но вот бывало встречаю там каждый год так встречается. В прошлом году тоже частенько, раза 3, наверное, рябчик попадались мне. Дохлые рябчики. А в этом году вот я сейчас вот попалась там белка. На печке у меня ужин готовится. От чего вот белка умерла, вот это для меня загадка. Ну, звери так же, как и люди, умирают от чего угодно, там, и от болезни, может, там, или еще. Всякое может быть. Просто я хотел показать все это дело. Но включаю камеру, у меня там пишет, что какая-то ошибка на карте памяти. И чтобы исправить, нужно поменять аккумулятор. А аккумулятора у меня пауэрбанка с собой не было. Вот где-то вот этот свой аккумулятор, вот, я все это дело снимаю на Panasonic, видеокамеру. И аккумулятор хватает где-то съемкой, ну, на час времени. Вот с утра до вечера, скажем, я поснимал сегодня, вот результат. В принципе, и снимать больше нечего было. Я уже устал, и бешено сегодня, как я устал. И ничего уже не видели. 3 кополух я еще видел. Они вместе были, 3 штуки. И после этого еще 2 рябчиков видел. Одного рябчика я стрелял, одного рябчика, но не попал. Я не знаю, почему не попал. И с близкого расстояния стрелял. Я хотел просто, думаю, подстрелю и посмотрю, как пройдет пуля.
ну, через рябчика. Но я не попал. Ну, стрелял, знаете, вот не прижавшись к дереву, а просто вот сел этот, на колени, поставил руку и, короче, бахнул. Но явно я чуть-чуть как будто дернул курок. У меня, наверное, ствол налево пошел. Я так думаю. Ну и улетел, фиг с ним. Просто мне интересно, как пробывает рябчика карабин. Вот глухаря, один глухарь, ну, у одного глухаря рана здоровая была, нормально так, ну, настоящая рана. А у другого я и не знаю, куда попал вообще. Там я видео пересматривал, и на крыле там одна перышко там с дыркой. Это вот через, ну, сбоку, наверное, куда-то попал. Но я внутренности вытащил у птицы, все равно внутренности я всегда вытаскиваю и в амбар вешаю так птицы. Ну, особо не присматривался. Самое главное, птица в рюкзаке, а остальное ерунда. Разберемся, увидим. Позапрошлом году, наверное, я историю, когда рассказывал про, как дед с виязя стрелял и ощипал там, а дроби нету, вообще попадания дроби нету. Оказывается, утка после выстрела еще пролетела, какое-то расстояние упала. А дома уже ощипал и нету дробинки. Потом голову даже ощипал, там перья убрал. И, короче, касательно, вот одна дробинка касательно возле по черепу прошла, касательно так. Царапина, говорит, красная царапина только. И все, утка вот пролетела и упала. Бывают такие случаи интересные. Доедая сгущенку, открывал сгущенку. Надо уже добыть это, чтобы домой меньше, ну, чтобы не оставалось. Бывают такие скоро портящие продукты, я обратно увожу домой, а консервы, вот думаю, еще у меня тушенка останется. Я эту тушенку ставлю также. Может быть, еще по первому снегу приду. Хочется еще прийти. А с капканами, вот капканы, вот сейчас вот хожу, думаю, как быть с капканами на куницу. И с капканами, наверное, возиться в этом году я не буду. Путевок я взял даже на куницу, а что-то собаки нифига не лают. И белок здесь нету, или мои собаки так не находят. Не знаю. Тулан, между прочим, сегодня меня чуть-чуть расстроил тоже. Вот ходили, Айда работает по боровой птице, активно даже работала сегодня. Лаяла вот сколько там. И Тулан подходит, но не лает почему-то. Бывало там и кополухи вот последние, которые там с одной дерева, другое, третье перелетали там. И бормотал одна кополуха, и Тулан ноль эмоций, без реакции никакой не было. Это для меня тоже, может,
Только по крупному зверю он будет там. И он очень активен, вот когда вот возле реки идешь, там бобры, если ходят, там он очень активен. А айда, это, вот айде, вот это вот ноль эмоций. Ей без разницы. А тулан, вот, скажем, вот бобры там проходят, там он очень активный становится. Вот. Насчет оленей. Вот с лосем еще мы не встречались с туланом. 2 года уже, значит. Получается, тулану 2 года. Значит, я уже здесь вторую осень. Лося я не видел с туланом, да. В прошлом году на охоте даже не помню. Не помню, в прошлом году, наверное, тоже не видели. И в этом году пока не видел. Я имею в виду осенью, когда охотились, когда с туланом я здесь. Ну что еще? Очередной день заканчивается, в принципе. Посмотрим, что будет завтра. Тулан будет, нет, работать. Айда молодец сегодня. 5 с плюсом айда. Ну, вроде все, наверное, что хотел, вроде рассказал, а что забыл, продолжим завтра. Завтра будет продолжение охоты. Также пойдем на север. Чуть-чуть другими путями пойдем, сходим. Тоже интересные места будут. Самое главное, погода, чтобы была. А там увидим, что будет. Так что встретимся завтра. А сейчас я буду варить и отдыхать. Все, до завтра, пока. Привет всем. Утро 11 октября, ребят. Проснулся я уже, ну как проснулся, уже 25 минут я уже позавтракал. Вчера отварил рис. У меня тут дичь. У глухаря желудки, печень. Много вкуснятины вообще. С рисом позавтракал. И сегодня погода не очень так радует. Ночью был дождь, видимо. Сейчас 2 градуса тепла. Но пока в данный момент дождя нету, но не знаю, как будет днем. Придется в плаще сегодня ходить. Вот. Собаки, видимо, устали. Сейчас я выходил на улицу. Они даже из будки не вылазили. Обычно тулан там выходит, там виляет хвостом. Да, каждое утро. А сегодня нет. Лень. Как и у меня, у самого тоже усталость накапливается. Вчера в 7 часов, наверное, лег, вот в 5 часов встал. И сейчас через полчаса выйдем в очередной раз в тайгу. Сегодня снова будет охота на глухаря. Завтра, думаю, охота будет на рябчика без собак. Такие планы. Ну, посмотря какая погода будет. Хотелось мне снега, но вот никак попасть не могу в снежные дни. Чтоб снег был, следы видел свежие. Кто где, когда прошел, ходит. А сейчас непонятно. Вот такие делишки. Ладно, будем просыпаться. Сейчас еще попью чаек. И сходим. Посмотрим, что будет на сегодняшний день. Кого увидим, кого подстрелим. Сегодня пойдем
в ту сторону, куда вот вчера косачи улетели, основная стая. В том направлении сходим. Ну, они, конечно, сегодня там, завтра тут. Да, и они такуют осенью сейчас тоже. Они полдня на болоте сидят, кормятся там. Ну, глянем, что увидим, увидим.